Есть люди, которые, когда что-то почувствуют, сразу же бегут к читающему рукья. Шейх, советуете ли вы ему так поступать? Или же ему лучше самому работать над собой и следовать способам излечения? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, с похвалой отозвался о 70 тысячах, которые зайдут в рай без расчета и наказания, и сказал о них, что они не просят других читать на них рукью. То есть они не просят, чтобы кто-то другой прочитал на них рукью. Если человек идет к раки, неважно для чего, для профилактики, из-за страха или наущений, все это противоречит совершенству и полноте упования на Аллаха Азза ва Джаль. Если человек почувствует что-то не то, он должен начать с себя. Это он должен читать на себя рукью, лечить себя посредством дуа, рукьи, шариатских и материальных методов, пока Аллах Азза ва Джаль не устранит эту болезнь. Если же колдовство в нем укрепилось до такой степени, что он не может читать на себя, не в состоянии предпринимать шариатские средства излечения, то такому человеку мы скажем: иди за лечением к раки. В этом случае ты не выйдешь из числа уповающих, потому что подобен человеку, который ищет лекарства и вынужден лечиться. Мы скажем тем, кто чувствует, что его околдовали, сглазили, что он одержим: сначала лечи себя сам, предпринимай шариатские и материальные средства исцелений, будь уверен в Аллахе Азза ва Джаль и уповай на Него. Но если ты будешь не в состоянии отвратить беду, читать на себя рукью и делать нужные причины, то вот тогда и иди к кому-то другому, кто поможет тебе в чтении рукьи и других шариатских и материальных способах исцеления, о которых мы говорили, с соизволения Аллаха.